Более 25 тысяч просмотров передачи в Ютубе и только хорошие отзывы. В красивый и загадочный Коми-край Вадим Кондаков приехал, чтобы рассказать об истории поселка Аджиром. Сопровождал журналиста и оператора краевед Анатолий Смилингис. Он-то и рассказал историю Локчим-Лага. Спецлагеря НКВД располагались вдоль реки Локчим. Их центром был Аджиром, который уже 80 лет пытается забыть этот лагерный ужас. Здесь 1500 работников в 6 зданиях. Вот таких здесь подряд 6 зданий было. Осталось 3. Лагерное управление здесь. С местными жителями автор программы общается легко и непринужденно. Ему интересно все, каждый человек и здание. Поэтому репортер сильно расстраивается, если съемочная группа не может попасть куда-либо. Одной из первых журналистам знакомится Мария Казакевич. Она хорошо помнит лагерную жизнь поселка. Это очень тяжкие воспоминания. Не дай бог. На этих полях в те времена заключенные выращивали арбузы и капусту, а на этом месте был огромный аэродром. Лагерь он не был необходим, такой аэродром. Начальник лагеря, все говорят, ездил каждую неделю в Москву, в ресторан якобы. На самолете? Да, на самолете отсюда летал. Значит, это было все согласовано. Вера Кутькина с 80-го года живет в доме лагерных начальников. Говорит, строение очень крепкое и надежное. Потолок – это все тех лет. Побывал журналист и в сосновых барах Аджирома. Все низины здесь места массовых захоронений. Но на месте нет ни одной таблички с именем или хотя бы номером погибшего заключенного. Самые жуткие кадры передачи в конце. На месте лагеря смерти. Сюда отправляли умирать немощных заключенных. Человеческие останки под ногами здесь валяются по сей день. Каждый год песок, ветер, дожди вымывают человеческие останки, кости. Вот видите, здесь людские кости. И можно сейчас, если здесь пособирать, опять можно собрать, опять придется, видимо, собрать, их захоронить. Герои передачи сумели сохранить историю скорбного места и рассказали о ней в эфире федерального канала. Теперь о Локчим-Лаге знают и поклонники программы «Неизвестная Россия». Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.